Всем здравствуйте! Сегодня, 29 июля, начинается череда собеседований наших претендентов на поступление на магистратуру и докторантуру в Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Собеседования будут проходить с 29 июля по 3 августа. И мы в своих видеодневниках постараемся показать весь ход собеседования наших претендентов. Думаю, будет интересно. Сейчас мы находимся в первом накопителе, и здесь у нас собираются претенденты. Они находят себя в списках, подписывают дисклеймер, обязательства, и затем отсюда они идут решать первое задание, это кейс. Маржан, расскажи, пожалуйста, что за дисклеймер, обязательства подписывают наши претенденты перед тем, как идти решать ситуационный кейс? В первую очередь, перед тем, как зайти на собеседование, наши претенденты подписывают обязательства, где они обязуются не вступать в переговоры с членом комиссии, пройти наше анкетирование на удовлетворенность по процессу собеседования, не разглашать содержание кейсов и не приносить в аудиторию принимающие электронные устройства. Это первый накопитель, где собираются все наши претенденты. Далее их отсюда после подписания обязательства забирают техсекретари по своим кабинетам для решения кейса. Там они решают кейс в течение 15 минут, после чего их забирают на собеседование. Каждое собеседование у нас проходит 20 минут и не более. Сейчас мы находимся около кабинета, где наши претенденты после первого накопителя проходят и решают ситуационные кейсы. Давайте посмотрим, как оформлен кабинет. Здесь, как вы видите, очень уютно. Здесь стоит всего лишь один стул. Здесь ведется также видеозапись. Претендент приходит, садится. Здесь у него ручка, карандаш, лист ответов. Лист ответов он у нас специальный. И здесь у него вопросы кейса. Здесь он отвечает на вот эти вопросы. Дается ему ровно 15 минут для того, чтобы он смотрел, следил за своим временем. Есть специальные часы на стене, чтобы ему было комфортно. Здесь никто ему не мешает, здесь полное уединение. И также здесь, как вы видите, ведется видеозапись того процесса, как это происходит, для того, чтобы была чистота вообще в целом собеседования и всего процесса экзамена. Сейчас мы будем заходить в кабинет, где проходит непосредственно само заседание членов комиссии и проходит собеседование. Как вы видите, здесь все очень уютно, здесь стулья все стоят по кругу, заседают наши члены комиссии. Наш претендент, когда заходит в эту аудиторию, он присаживается в это кресло и начинается собеседование. Сейчас у нас проходит калибровка, то есть через каждые 4 претендента у нашей комиссии есть возможность немного отдохнуть, попить кофейку, подвести какие-то итоги, и после этого заново начинается собеседование. Давайте сейчас спросим у наших членов комиссии, как вообще проходят первые собеседования. Все очень интересные. В основном вопросы нас интересовали какого плана, обучаем ли он, имеет ли он какой-либо потенциал, хобби, то есть насколько он может в будущем стать руководителем подразделения, насколько он может привносить какие-то качественные изменения в обществе и как он себя видит в будущем. Вопросы достаточно сложные, именно своей емкостью, но они простые. В ходе такого непринужденной беседы это все происходит. Думаю, что претенденты чувствуют себя комфортно, по крайней мере, мы хотим этого. И они видят нашу доброжелательность. Мы ценим, что они подали свои документы в нашу академию, что они прошли первый тур, знание английского языка. Мы очень бережно относимся к ним и стараемся не сильно ранить. Состав экзаменационной комиссии, он очень солидный, среди них есть вице-министры, и министры, а также профессора и приглашенные преподаватели в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. И хочется отметить, что специально для наших экзаменов членом комиссии приглашена Маргарет Лейн. Она является заместителем директора Executive Education Program школы
Максвелл Сиракузского университета. Она приехала специально из Америки. The people that we're interviewing today seem like very, very impressive people, and we would really enjoy it if they would come to the Maxwell School to share their knowledge and the kinds of experiences that they've had here in Kazakhstan. What can you tell about our candidates today? They seem extremely insightful about the issues with regard to the challenges that the government is facing. It seems that there's a lot of growth happening here at a very fast pace, and it seems that the candidates today have been able to articulate what the issues are and to come up with some engaging solutions as well. So it's been very impressive listening to what they have to say. И таким был первый день собеседования. Ждите такой же видеоотчет и завтра, и в последующие дни. Оставайтесь с нами, подписывайтесь.